Начинается новый день на ферме Люксюгюн. Сегодня наши участницы вырываются за пределы летника и мчатся на квадроцикле «Сокол». А за рулем сам хозяин фермы Сидор Ионов. Настроение у девочек на высоте. Они даже пустились в пляс, сидя на квадроцикле. Кошечку хотела включить. Всего 15 минут езды, и мы в селе Эбя. Этот маленький, но колоритный уголок Вилюйского улуса, где живут около 500 человек. Магазины открываются в 10 и закрываются в 6 вечера с обязательным обеденным перерывом. А по выходным отдых как положено. Я сейчас заплачу. Это магазин. Мы в магазине. Я хотела сок холодный. К сожалению, его нет, но тут есть кондиционер. Наконец. Кусочек цивилизации. Девочки затарились, а теперь держитесь крепче. Хозяин фермы везет вас в свою конюшню. Сидор Ионов с 2017 года занимается скаковыми лошадьми. У него их целых 9. 3 якутской породы, 3 улучшенные и 3 чистокровные. Любуйтесь, наши городские чики превратились в настоящих якутских красавиц. Какой шик, какая грация! Но что же их ждет впереди? Для чего эти перевоплощения? Девочки, еще раз здравствуйте. Для начала примите комплименты. Вы очень красивые сегодня. Ну что, конечно, эти наряды не останутся у вас надолго, но я думаю, хотя бы чуть-чуть ощутить себя настоящей якутской красавицей у вас сегодня получится. Обратите внимание, это ваше следующее испытание, девочки. Познакомьтесь, этого красавца зовут Бастын, что в переводе с якутского означает «первый». Это якутская порода лошадей, и сегодня вместе с ним мы попробуем с вами, научимся сидеть в седле, и все это должно быть в первую очередь красиво. То есть у вас должна быть и стать, и осанка, и красивые кадры, и улыбка на лице. Обо всем этом чуть позже, ну а сейчас для начала давайте посмотрим на то, как нужно взбираться на коня. Понятно? Навряд ли вы знаете об этом. Или знаете? Нет? Давайте мы сейчас попросим помощника нашего. Итак, просто следим внимательно, куда нужно поставить ножку первым делом, как нужно забросить ножку вторым делом, за что нужно держаться. Да, подойдите поближе, девочки. Итак, смотрите, первым делом, хопля, держимся за седло и оп, перепрыгиваем. Понятно? Левую ножку в седло. Дальше. Все. Если она бежит, мы что делаем? Подождите, для начала нужно понять, как сесть в седло. Ну что, первое. Хорошо, Эмилия. Итак, получается. И ножку. Оп, и она у нас в седле. Поаплодировали. С первой попытки получилось. Эмилия, как настоящая звезда на скачках, делает круг почета и возвращается к коновязи. За ней, словно верный спутник, следует работник конюшни Вячеслав. Девушка должна остановиться для фотосессии, но тут начинается настоящий экшен. У меня лошадь понесена. Держись, молодец, удержалась. Опасная ситуация. Скакун, похоже, не оценил фотосессию в окружении оводов и решил устроить настоящее шоу. Эмилия чуть не оказалась на земле, но эта крепкая орешек не сдалась. Спустившись с лошади, она даже бровью не повела.
Девчата просто в шоке. Съемочная группа тоже не могла поверить своим глазам. Разговоры о прекращении испытания уже витали в воздухе. Но в итоге все собрались и решили подождать. Следующей на очереди Люция. Напоминаем, что у этой девушки целый букет фобий, включая страх перед лошадьми. Справится ли она со своим страхом или откажется от прохождения испытания? Испытание явно дается Люции нелегко. Она сидит на лошади так, словно держится за жизнь. А при каждом резком движении скакуна у нее перехватывает дыхание. Но, несмотря на все страхи, Люция с достоинством завершает фотосессию и спускается вниз. И тут все силы покидают ее. Начинается безмолвная истерика. А теперь очередь Карины. Наша будущая конфликтолог явно нервничает. Никто не хочет повторить экшен, как у Эмилии. По ее губам читается «побыстрее заканчивайте». Но, к счастью, скакун Бастын, похоже, успокоился. Юлианна проходит испытание без особых эмоций. Последней идет Айна. Она долго сомневалась после увиденного, но в конце концов переборола себя. Правда, сесть на лошадь у нее получилось не сразу. Молодец! Я плачу, что раздевается. Держись крепче. Больше никогда не сяду. Что ж, это был непростой опыт для наших девчат, который окончился слезами. Но нужно взять себя в руки, ведь впереди еще много приключений на экоферме Люксюгюн. Мы снова на ферме Люксюгюн. И девчонки, отдохнув после предыдущего испытания, готовы к новому экшену. Что же их ждет? Куча дров и топор. Похоже, сегодня они станут настоящими дровосеками. Девочки, добрый вечер. После жарких событий, да, на нашем фотосете, я думаю, достаточно приятно будет сегодня, вот в этот прохладный вечер, пройти еще одно ваше испытание. Рядом со мной находится сотрудник нашей фермы, который сейчас покажет вам, как нужно правильно колоть дрова. Внимание! Ключевая фраза – правильно колоть дрова, а не как попало. Ваша задача будет просто повторить все то же самое, что сделает наш помощник. Вот это несложно, поэтому сначала внимательно нужно послушать. Я понимаю, что сил у вас сегодня совсем мало к вечеру, но я думаю, что у вас все получится. Так, Николай, ну приступайте, покажите. Девочки, на деревне колоть дрова умеют все, от мала до велика. Оп! Оп! Оп!
Хоп. Вот так же должны сделать вы. И бревнышко ваше должно разлететься на разные стороны. Именно так. Самая главная техника безопасности, девочки. Бережем голову и ваши ножки. Первая, кто пройдет это испытание, будет спокойная и уравновешенная Карина. Миниатюрная Карина хватает тяжеленный топор. Сначала ей не очень удается справиться. Кажется, что она сейчас упадет вместе с ним. Но после нескольких попыток, о чудо, она делает свои первые успехи. Так, умничка. Да, почти. Умничка. Еще давай. О, молодец. Подожди. Это только полдела. Теперь эти половинки нужно превратить в четвертинки. Маленькая да удаленькая Карина входит во вкус и начинает рубить так. Даже ведущая и участницы начинают переживать за ее безопасность. Николай говорит, что ты была на грани фола. Да. Вы посмотрите на эту девочку, разошлась она просто. Опасная дамочка у нас В Карина. конце концов, Карина добивается своего. Оп, Сво, молодец! Она справилась со своей задачей. Красотка. Следующей на арену выходит Люция. Она подошла к испытанию с умом и решила выбрать подходящее для себя полено. И вот она методично начинает работать топором. Эксперт подсказывает: целься в трещину, чтобы разрубить. Достаточно сильно бьет Люция и попадает все время практически в одну точку. Но не хватает чего? Как думаете? Техники не хватает. Конечно, я же первый раз. Было бы странно, если бы у меня была техника. Конечно. Давай. Полена выбрала, говорит, какое-то не такое. Николай говорит, но выбирала сама. Ну, я не эксперт в поленах. Люция явно нервничает и после нескольких безуспешных попыток даже позволяет себе нецензурную брань. Просто ты мучаешь уже, мне кажется, это Полена. Это оно меня мучает. После продолжительных попыток Люция все-таки справляется. О, молодец. Ну, пойдет, наверное. Куда Твое пойдет? мучение на этом закончилось. Спасибо. А вот у следующей участницы, похоже, в роду были дровосеки. С первых секунд она показывает небывалые успехи для новичка. Молодец. Пойдет, говорит Николай. И... Это, да? А, молодец. У Юлианы дела пошли не так гладко. Ей потребовалось достаточно времени, чтобы довести дело до конца. Уж вечереет, надеюсь, до темноты мы справимся. Наша учительница под конец начала выдыхаться и даже завела разговор с Поленом. Почему ты не раскалываешься? Нашли того, кто разговаривает с природой. Молодец. Ну ты неужели не можешь? Да, еще раз. То ли Полена ее услышала, то ли Юлиана наконец поняла, как работать с инструментом. Дело пошло на лад. Давай. Ладно, я уже научилась, походу. Научилась она. Все, умничка. Молодец, Юлиана. Справилась с задачей. И осталась у нас Эмилия. Железная леди проекта, которая продемонстрировала хладнокровие на испытании с лошадью, также невозмутимо берется за колку дров. Как и Люция, Эмилия тщательно отбирает Так. подходящее полено. Красавица Эмилия выбрала достаточно длинное полено. Говорит Николай, получится или не получится. Так.
Оп. Оп. После нескольких неудачных попыток Эмилия сдается и берет другое полено. И вот тут-то дела пошли уже лучше. Эмилия удобная. Это так красиво выглядит. Один четкий удар, и Эмилия завершает испытание. Есть! Умничка! Ну что, девочки, поздравляю вас! Колка дров, мне кажется, у нас удалась. Молодцы, девочки! А чуть позже мы увидимся с вами и обсудим день уходящий. Объявляем о старте голосования за лучшие фотоучастниц. Участницы представили свои лучшие снимки в сельской тематике. И теперь ваша очередь поддержать их. Каждый голос важен. И именно вы решаете, кто станет победителем. Итоги будут подведены в финальном выпуске. Просто наведите свои смартфоны на этот QR-код, который перенаправит вас на телеграм-канал «Новости Якутии-24». Переходите к закрепленному сообщению, и под ним будут все фотографии наших городских девчат. Под понравившимися фото ставьте реакции. Поддержите своих фавориток и помогите им выиграть. Голосуйте прямо сейчас. Добрый вечер, городские девчата. Еще один день в нашей копилке. Этот день был для кого-то более успешный, для кого-то это было действительно очень такое яркое воспоминание в жизни. Ну и начнем мы с обсуждения нашей, казалось бы, простой фотосессии в якутской национальной одежде и верхом на лошади. Честное слово, мы не ожидали, что это вызовет столько эмоций. И вот давайте начнем с девушки, у которой фотосессия вызвала слезы, можно сказать. И плакала Люция просто как в последний раз. Рассказывай, что случилось и почему вдруг слезы появились на твоем лице. Я попрошу не высмеивать это, мне это неприятно, потому что я, как говорила, у меня было происшествие в прошлом году, меня лошадь скинула в обрыв. И на фоне этого у меня был страх. И еще раз повторюсь, мне неприятно, когда именно в таком ключе об этом говорят. У меня было происшествие в прошлом году, меня понесла лошадь в обрыв, я с нее упала, то есть мне пришлось самой выпрыгнуть с нее, потому что она не останавливалась. Я покатилась по обрыву. Поэтому для меня это было очень стрессовое. Но, как вы видели, я до того, как прошла это испытание, эту фотосессию, да, я села, моя лошадь тоже чуть не понесла, и я стойко держалась. Да. Я расплакалась потом, потому что мне нужна была разрядка. Потому что я чуть не словила паническую атаку, когда увидела, что во время того, как сидит Амелия, он чуть не понес. Да. Эмилия, прости, пожалуйста. Чуть не понес, да. И я взяла себя в руки, и я после нее пошла. И я считаю это для себя очень большим достижением. И сейчас я тоже вспоминаю, я трясусь. Насчет колки дров я все силы там оставила. Все моральные силы оставила там с конем. Все физические здесь с колкой дров, потому что полена оказались очень плотные, очень стойкие. И вот, это был для меня первый опыт. Не знаю, уколки полена. Ну да, ты выглядишь уставшей, да, действительно, даже по голосу слышно, что этот день был для тебя и физически, и морально тяжелым. Эмилия сегодня показала просто мастер-класс по тому, как можно усидеть в седле, даже несмотря на то, если у тебя лошадь немножечко ведет себя нехорошо. Это было не спланировано, естественно, да, но переживали мы все. Как получилось у тебя сгруппироваться, не растеряться, и о чем ты думала в этот момент? На самом деле, я вообще с детства обожаю лошадей. Это прям моя любовь. Я обожаю любых лошадей, пусть они хоть и злые, и добрые, но они для меня все прекрасные.
На самом деле у меня не было страха. Я, наоборот, считаю, что он несколько раз погрузился, когда его завязали в серьге, называется, да? И я, наоборот, считаю, что это какое-то благословение. То есть не ты- зря, да. Я не упала, я удержалась. Но при этом у тебя, значит, вся твоя осанка, она изменилась, корпус у тебя ушел назад, то есть вот-вот ты была практически на грани падения, да? Да. Но твоя логика была, да, иначе, ты схватилась и держалась, да? Да. И также я благодарна тому, что я небольшое количество занималась. Я вообще знала, как и что нужно, как владеть лошадями. Ты занималась конным спортом немного, да? Немного. Ну, просто занятия, да. Мгм. Не прям. Спортивная секция, да? Да. Хорошо. А по поводу колки дров ты сегодня тоже показала свой достаточно такой характер, упертость свою, да? Ты прям просто, можно сказать, в щепки разнесла полено. Здесь что тебе помогло? Я занимаюсь спортом. Занимаешься спортом? Я занимаюсь кроссфитом. Ну, занималась. Не все занималась, да. Но это тоже помогло. И, конечно же, характер. Умничка. Так, хорошо. Карина, как тебе этот день? Насчет лошадей, я могу мало что сказать, но все, что могу сказать, это я никогда не каталась на лошадях, или я не помню, или я забыла. Мне было очень страшно подниматься, потому что там же надо в ногу засовывать, я забыла, как называется, а я очень низкая, а там еще, я чуть не улетела. Но мне было очень страшно, я еще боялась не только за себя, будьте здоровы, Спасибо. не только за себя. Я боялась как-то своими ногтями поцарапать лошадь, я прям как-то держалась. Так все нормально было, и спустилась тоже никак. Насчет колки дров, сложилось впечатление у меня, что когда я надеваю эту красную футболку, в меня что-то вселяется. С поросятами, просто как флеш. Вот так. Он же тоже красный еще. Да. Сегодня, когда кололи дрова, как будто я все это время была на энергосберегающем режиме, и когда вот взяла топор в руки, что-то у меня как будто бы зрачки поменялись, наверное. Я не знаю, вот меня охватила какая-то злость, непонятно какая. Непонятно какая и непонятно на кого и за что. Просто, может, это эмоции какие-то сдержанные. Адреналин, да, точно. И, наверное, я со стороны так смешно смотрела, как говорил, дикий поросенок просто туда-сюда бегает, так нормально, так нормально. Но мне больше понравилось кататься на лошади, чем колоть дрова. Логично, логично. Так, Аина, рассказывай. Лошадь тебе тоже, так сказать, досталась не очень легко, да? Ты тоже очень переживала, и после того, как спустилась, у тебя тоже были такие эмоции непередаваемые. Вот рассказывай, с чем это связано у тебя. Я поняла, что я девочка. Да, потому что я в жизни, не то что в жизни, я сама по себе, в работе, не знаю, в окружении всегда мотиватор, достигатор, сильная, независимая девушка. Вот. А здесь я открыла себя с другой стороны, очень сентиментальная, оказывается, открытая, да. Это вообще не игра. Здесь реально такие эмоции за то, что мне, наверное, чуть-чуть было стыдно. Потом я поняла, что я такая, оказывается, настоящая. Вот. Изначально я увидела, как вот кружится эта лошадь. Сначала мне рассказали, как его зовут. Я восхищалась, я прям хотела на нем кататься, не знаю, там, чтобы меня покатали после съемок. Хотела попросить, но во время испытаний я увидела, как девочки кружатся через этот серге, и словила маленькую панику. Потом пошла Карина и сказала, что все нормально, он успокоился. Вот, а я такая, окей, хорошо, все, иду, он спокоен. Я сама последняя была, как вы заметили. Вот, и, видимо, лошадь уже устала. Я поднимаюсь и чувствую, что он вот так вот отталкивается, как будто. И я такая, окей, все, нет, я не буду этого делать, простите.
потому что это тоже живое существо. Животные, они тоже умеют разговаривать, понимают, да, чувствуют, в конце концов, людей. И я все уже начала вот так вот в эмоции, дрожать. И все подошли ко мне, огромная благодарность тем, кто мне помог, поддержали, рядом стояли, такие, дай руку, мы поднимем. Я говорю, нет. Вот, и я расплакалась. Фотографии тоже получились какие-то, наверное, не очень так, как и реально вот слеза текла, и я такая сквозь слезы улыбалась. Молодец. Это честно, да. Но зато свою минуту славы ты получила на конкурсе по колке дров. Это вообще удивление. Я же говорю, я открываю тут себя. Оказывается, я очень сильная еще. Вот. Я думала, я вот так вот чуть-чуть. Ага. Не знаю, возможно, во мне селился какой-то бес. Я не говорю, что это какой-то успех или что. Просто оказывается, я сильная. Умничка. Давайте узнаем эмоции у Юлианы. Она очень радовалась тому, как красиво выглядит. Ей очень понравился наряд, правильно, да? Якутские украшения, наряд. И это прям, скорее всего, передалось и на фотографию, потому что ты прям с огромным каким-то удовольствием, восхищением позировала. И очень хорошо у тебя получилось пообщаться с лошадью. Ну, на самом деле я очень люблю якутские наряды. У меня есть несколько. Мы с мужем каждый год ходим на СЭХ. Я знала, что у меня получится залезть на лошадь, хотя это вроде бы был мой первый раз в жизни. Но я как бы в теории понимала, как, значит, на практике получится. И я, конечно, хотела подольше бы на ней поездить, но я, чтоб не мучить ее, ладно, очень быстро. Надеюсь, у меня будут классные фотки. Наряд был очень красивый, правда. Насчет колки дров, реально этот проект дает возможность попробовать то, и фотосессия с конем в якутской одежде, и колка дров. Я бы вряд ли когда-то это сделала в жизни. Поэтому очень классно, что у меня есть возможность показать внукам потом. Посмотрите, что делает ваша бабушка. Бабушка, что делала бабушка в молодости, да? Чего ей в жизни не хватало, да? Так, ну, девушки, самое долгожданное событие каждого дня – это оценки. Итак, по итогам наших уважаемых друзей, да, итак, оценки у нас по фотосессии, да. Первое место, как вы думаете, кому? Эмилия. Действительно, первое место, и удержалась в седле, и красиво позировала, и все у нее получилось. Умничка, соответственно, ты получаешь 5 баллов. На втором месте Люция. Люция молодец, справилась со всеми задачами. Карина 3-е место. И... Да. Красная футболка, удачи. Да. И Юлиана 4-е место. И 5-е место Аина. Да. Ну и, соответственно, так и распределились наши баллы. Но затем колка дров Карине достается 5-е место. Уж очень долго ты разбивала это полено, тебе действительно было тяжело, и Николай сказал, что 5-е место за тобой, и, соответственно, ты заслуженно получаешь свой 1 балл. Люция, 4-е место, и твои 2 балла. Аина, у тебя 1-е место, и твои 5 баллов. Юлиана, 3-е место, и Эмилия 2-е место. Вот так, то есть 4 балла в твоей копилке. Распределяются, конечно, у нас баллы неравномерно, да. Вот примерно сейчас, на данный момент, помните, я вас спрашивала буквально несколько дней назад о том, кто на 1-м месте. Думаете, ситуация сейчас изменилась? Да? Я думаю, изменилось, но я не понимаю, какой Мне кажется, она все равно Изменилась. То есть, если до этого вы говорили, что лидирует у нас Юлиана, то сейчас вы думаете, что... Возможно, не Юлиана. Просто не Юлиана. Девочки, ну что, я предлагаю вам отдыхать, наполняться силами, энергией.
Ну и, собственно, ждем следующего дня. Наступило время голосования. Как оценят друг друга участницы после столь напряженного дня? Так. Я поставила такие оценки девочкам. Вот. Эмилии 4, так как она справилась с расколом дров. Карине 2, а Люции 3, так как она поборолась со своей фобией. Вот, вы сами все увидели. Я хочу поставить Люции сегодня высший балл. Даже 5 поставлю. Это первая моя 5 за проект. Потому что ей было, мне кажется, очень тяжело на лошади. Эмилия, простите. Эмилия 4 балла. А Инна сегодня очень хорошо справилась с бревнами, но при этом на лошадь... Она очень мучила лошадь, и поэтому я ей поставлю 2, и Карине 3 балла за сегодняшний день. Сегодня был сложный день для всех нас, девочек. Сегодня был очень стрессовый и физически сложный день. За коней и за бревна я хочу высший балл поставить Аине. Нет. Сейчас мне очень сложно оценивать. Сейчас, подождите, пожалуйста. Да, я Аине поставлю 4 сегодня, потому что она сильно себя переборола, очень хорошо себя показала на бревнах. Дальше я 3 поставлю Карине, потому что я видела, как ей сложно было рубить полено. Она меньше всех из нас весит, ей было физически это тяжелее. 2 Эмилии и Юлиане 1. Эмилия сегодня, мне кажется, лучше всех справилась с испытанием на лошадях. А Юлиана, к сожалению, я не увидела, как она на лошади была. Ну вот, сегодня у меня такие оценки. Хочу начать с хорошего. Я поставила 5 Люции, потому что как она переборола свой страх, свою фобию. Вот, у меня у самой очень странная фобия, не буду о ней рассказывать, но я понимаю, как это тяжело дается, особенно когда нет выбора. Это вообще будто ты стоишь над пропастью и не знаешь, что дальше делать. Ну, ты можешь пойти обратно, но я даже не знаю. Вот за это ей огромное уважение, прям вообще так. Поставила 4 Эмилии, она пошла первая кататься на лошадях, прям такая, давайте я, вот эта вот храбрость тоже меня подтолкнула на такую мысль, типа, вау, лошадь. Я лично вообще никогда таким не занималась. Подумала, это тоже очень смело. Все какие-то сегодня смелые были, да. И как она продержалась, когда лошадь начала вот туда-сюда. Вот. Это, честно, я бы случайно отпустила руку, и не дай бог, чтобы что-то бы случилось со мной. Фух. Так, 3 я поставила Юлиане. Честно, она не вызвала у меня никаких эмоций, просто сделала будто на автомате, по моему мнению. На автомате села, сделала все, конечно, хорошо, наверное, сделала. Ну, и дрова. А вот Аине сегодня ставлю 2, потому что... Не знаю почему, но она очень долго не могла сесть на лошадь. И хоть она и сделала очень быстро, справилась с бревнами, ну, такое вот мое мнение.
Так, за сегодняшний этап я ставлю Юлиане 3 балла, так как она с первым заданием справилась, а со вторым нет. Люции я ставлю 1 балл, так как на лошади я ее вообще не заметила, во втором этапе она была очень долго. Аине я ставлю 4 балла, так как она справилась как с первым заданием, она преодолела свой страх и проявила свою храбрость. А за второй этап она справилась на отлично. Карине я ставлю 2 балла. Первое задание я ее вообще тоже не заметила, а на второе задание она тоже провалила. Как интересно распределили свои голоса Люция и Эмилия. Вместо того, чтобы поддержать друг друга после эмоционально сложного испытания с лошадью, они оценили друг друга на 1. Не кажется ли вам, что в их сердцах разгорелась настоящая конкуренция? Как дальше будут развиваться их отношения, узнаем в следующих эпизодах реалити-шоу «Городские девчата». Не пропустите!